27-я сессия Государственного совета Чувашской республики ознаменовалась избранием нового спикера парламента. Стоит напомнить, что кресло пустовало с прошлого года. С абсолютным большинством голосов им стала Альбина Егорова. Будем в единой команде работать. Действительно, как вы сказали, у граждан много вопросов, проблем тоже много, которые нужно решать. И поэтому нам очень важны и ваше мнение, и ваши направления. Будем вместе работать. Мы должны быть единой командой. Спасибо. Заняв место спикера и освободив пост председателя бюджетного комитета, Альбина Егорова предложила занять вакантное место депутату Юрию Кислову, тут же выдвинув его в заместителя председателя Госсовета. За его кандидатуру парламентарии проголосовали единогласно. Я буду способствовать улучшению работы нашего парламента и достижению всех целей, которые ставит каждая фракция, вне зависимости КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия или Единая Россия, мы все избранники народа. Я постараюсь оправдать ваше доверие, если такое доверие я сегодня получу. Министр финансов Светлана Енилина ознакомила парламентариев с изменениями в республиканском бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. В результате предлагаемых изменений собственные доходы на 2019 год прогнозируются в объеме 29 миллиардов 586 миллионов рублей, что в целом на уровне прошлого года. Безвозмездное поступление за счет всех источников увеличится более чем на 5 миллиардов рублей или на 27% к утвержденным плановым назначениям. Из них 3 миллиарда 963 миллиона рублей приходится на дополнительное поступление из федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На развитие сельских дорог в текущем году с учетом изменений планируется направить 1 миллиард 665 миллионов рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство – 1 миллиард 487 миллионов. Из них 322 миллиона будут направлены на строительство 3 газовых котельных в городе Шумерля и 2 в Козловке. В 2019-2021 годах существенные средства – это 943 миллиона рублей. Планируется направить на мероприятия по оздоровлению Волги, в том числе за счет трансферта из федерального бюджета 936 миллионов рублей. Из них в 2019 году будет направлено 104 миллиона на строительство сооружения очистки дождевых стоков в центральной части города Чебоксары, 229,6 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в поселке Вурнары. На строительство жилья детям-сиротам направлено 155 миллионов рублей. Из них 50 миллионов – это дополнительные средства с учетом изменений. На развитие социальной сферы будут использованы 36 миллиардов 812 миллионов рублей. На развитие образования дополнительно направляется 2 миллиарда 363 миллиона рублей, с учетом которых расходы составят 15,8 миллиардов рублей. Будет продолжена работа по строительству школ и детских садов. На эти цели дополнительно выделяется 437 миллионов рублей. Итого инвестиционные расходы по разделу образования в 2019 году составят 1 миллиард 649 миллионов рублей с ростом почти на 12% к 2018 году. Как отметила министр финансов, в текущем году расходы в сфере здравоохранения за счет бюджета Чувашии увеличатся на 2 миллиарда 171 миллион рублей. Сумма с учетом увеличения составит 4 миллиарда 763 миллиона. Рост почти 16% к прошлому году. Дополнительно выделяются средства на реконструкцию здания стационара городской детской больницы 292 миллиона рублей и на многопрофильную поликлинику 161 миллион. Также на укрепление материально-технической базы организации здравоохранения дополнительно выделяется 1 миллиард 548 миллионов рублей. Изменение бюджета предусматривает и новое направление. 43 миллиона 600 тысяч рублей будут использованы на приобретение автотранспорта для транспортировки лиц старше 65 лет и проживающих в сельских местностях до медицинских организаций. Также по повестке дня были рассмотрены проекты закона, касающиеся бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, развития сельского хозяйства, организации местного самоуправления и другие. Каждый вопрос был рассмотрен и принят в 2 чтениях. Марина Баринова, Елена Блацева, Павел Павлов. Дом правительства.